Компания «Ланта Тур Вояж» стала принимать претензии от пострадавших туристов, а также возвращать документы клиентам, которые не смогли выехать за границу. Напомню, одна из крупнейших туркомпаний России в прошлую пятницу неожиданно приостановила работу. В результате сотни туристов не смогли вылететь на отдых по уже оплаченным турам. Многие не могут покинуть зарубежные курорты. 400 человек остаются в Индии, около 300 во Вьетнаме, в Доминикане и Индонезии по 115 человек. Более 1000 не могут покинуть курорты Таиланда. Оттуда передает наш спецкор Евгений Подобный. Российские туристы в Таиланде, клиенты оператора «Ланта Тур Вояж», этот тур забудут не скоро. Банкротство компании, о котором было объявлено вечером в пятницу, не просто омрачило отдых. Туристы за несколько дней отпуска устали больше, нежели за полгода работы. 12 800 выставил отель за проживание. Это еще не считая, что они там... Это не финал. Да. Сразу после банкротства компании «Ланта Тур» отдыхающие получили уведомление от администрации отеля, мол, необходимо оплатить номера. Но в стоимость путевки проживание входило. Платить дважды никто не хотел, но пришлось многим. Пока было все хорошо с деньгами, было все замечательно, улыбались. Но как только денег не оказалось, то на ресепшене хамили просто, в лицо открыто. Требовали денег и не открывали сейф, чтобы забрать документы, паспорта. Российских туристов платить заставили хитростью, шантажом, угрозами. Причем суммы немаленькие, до $1000. Это при средней стоимости путевки около 2000. Клиентам компании «Ланта Тур» сотрудники отеля отказывались возвращать паспорта накануне отлета на родину или требовали кредитную карту в обмен на документы. Мы все документы носим с собой по улице, потому что мы боимся, и если мы отдадим, нам просто не вернут, мы не улетим домой. Все. Документы стали возвращать только когда подъехал консул. Он на тайском языке общался с представителями отеля, но под предлогом того, что люди сказали, что мы забираем паспорта для того, чтобы воспользоваться услугами компании Western Union, с тем, чтобы получить деньги из России от родственников, друзей, кого угодно, и заплатить за ваш отель. Только тогда они давали паспорта. Пришлось обманывать. Пришлось обманывать. А как жить иначе, собственно, в данной ситуации? Но консул один, туристов много, только в Паттайе около 1000 человек. Некоторые российские граждане до сих пор не могут забрать документы, удостоверяющие личность. Звоним в консульство, в посольство. Посольство посылает в консульство в Бангкок. Бангкок посылает в Паттайю. Из Паттайи посылает в Бангкок. И все, вот у них замкнутый круг. При этом многие уже и хотели бы выкупить свои паспорта, но платить нечем. Ну зачем при системе «Все включено» брать с собой больше 6000 рублей? Так же думает каждый третий. Гид компании «Ланта Тур», некая Татьяна, еще до того, как стало известно о финансовых проблемах туроператора, собрала деньги на экскурсии и исчезла. Просто Татьяна, и все. Нам сказали, это официальный гид, доверяйте ему. Очень официальный гид от «Ланта Тура», да, пожалуйста, доверяйте ему, все будет хорошо. Телефон Татьяны недоступен. Вне зоны доступа и некоторые туристы, которые успели уехать на экскурсии, но вот вернуться уже не смогли. Взяла деньги с людей, которые с детьми поехали. Они уехали на Камбоджу, значит, доехали до границы, там заходят в автобус, говорят «Ланта Тур» банкрот, людей говорят, выходите из автобуса. Они, кто-то смог заплатить, чтобы доехать обратно. Просто сказали, «Ланта Тур» больше не обслуживается. На Камбодже, на границе людей с детьми высаживают. Кто-то доехал, а кто-то не знаю, как они там... Клиенты теперь уже печально известной компании обращались и в туристическую полицию, но там гражданам России просто посоветовали выполнить все требования менеджеров гостиниц, а залог в виде паспортов назвали законными действиями. Евгений Подобный, Вести, Таиланд. К решению проблем клиентов «Ланта Тур», которые не могут вернуться домой, уже подключился МИД России. Там заявляют, что посольство и консульство оказывают помощь туристам, которых, например, не выпускают из гостиниц, требуя оплатить проживание. Учреждениями инициированы предложение местным туристическим компаниям, партнерам «Ланта Тур Вояж» направить гарантийные письма в гостиницы, которые чинят препятствия нормальному отдыху россиян. К решению проблемы также подключены почетные консулы Российской Федерации. С отечественными авиаперевозчиками прорабатывается вопрос о доставке в Россию ближайшими рейсами с туристов, оплативших обратные билеты, и о предоставлении свободных мест тем, кто не имеет обратного билета. Благодаря принятым совместно с ними мерам удалось приступить к организации отлета на родину в первую очередь тех туристов, оплата за пребывание которых не была произведена российским туроператором.
Росавиация обратилась к авиакомпаниям с просьбой выполнить все обязательства перед клиентами Ланта Турвояж. Об этом говорится в сообщении ведомства. Аэрофлот и Трансаэро уже подтвердили, что вывезут туристов без дополнительных сборов, в том числе, если они пожелают покинуть место отдыха раньше срока. Накануне вечером в Домодедово приземлились самолеты из Таиланда. На борту клиенты Ланта Тура. Здесь вот чек, их документы, что дополнительно вот мы проплатили $1015. И можно показать письмо, которое они нам принесли, что мы им должны, в котором они нас уведомляют, что компания не проплатила, и выставляют счет. Если люди не проплатили, то с сегодняшнего дня не выпускают из номеров и не пускают на пляж никуда. Начали выселять людей. Насколько я знаю, 3000 человек сидело в Бангкоке в аэропорту и 2000 в Дели. Ну, то есть ребятам просто разносили чеки. Кидали, кого не было в номерах, кто отдыхал. Просто кидали в номера. Они говорят, платите, мы вас не выпустим с отеля. И потом мы стали звонить, там какая-то девушка тайская из Ланта Тура предложила нам поехать в полицию. То есть там вот находилась, ну как бы ее арестовали. Менеджер Ланта Тура по Таиланду. И после как бы переговоров там у нас был мужчина, который владел английским, то есть мы языка не знали, то есть вообще не знали, что творится, как объяснить, что вот у нас нет денег. И в итоге вот мы поехали в полицию, написали бумагу, что как бы к нам нет претензий, нам разрешили покинуть отель, и мы уехали своим ходом в Бангкок.